А таджикам огребать за все это. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какая ситуация может испортить всем жизнь. Подписывайтесь на наши обновления, и точно будете в курсе всего самого актуального. Глава холдинга Барки Тачик говорит, что из-за санкций, наложенных на афганские банки, таджикская сторона не может получить в полном объеме оплату за поставленную в Кабул электроэнергию. Проблема с оплатой за поставляемую в Афганистан электроэнергию возникла после того, как талибы захватили власть в стране, и ограничительные меры в отношении Талибана стали затрагивать всю страну в целом. Вот уже год, как таджикский энергохолдинг и афганская энергетическая компания Брешна не могут решить эту проблему. Махмадумар Асазода, глава компании Барки Тачик, заявил 1 августа на пресс-конференции, что за первые 6 месяцев текущего года Таджикистан поставил в Афганистан более 734 миллионов киловатт-часов электроэнергии. По словам руководителя госэнергохолдинга, электроэнергия поставляется в Афганистан в основном с мая по сентябрь. Вместе с тем, отметила Асазода, из-за геополитической ситуации в регионе и мире, когда некоторые финансирующие покупку электричества банки попали под санкции, стало сложно переводить средства из компании Брешна в Барки Тачик. В настоящее время сотрудники компании Брешна работают над этим вопросом. Задолженность по оплате составляет 28 миллионов долларов США. В июле мы получили денежные средства на сумму 2 миллиона долларов. Как вы относитесь к такому огромнейшему долгу? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. А Министерство энергетики правительства талибов еще в мае этого года заявило, что оно должно более 100 миллионов долларов за электроэнергию, которую поставляют в Афганистан, Таджикистан и Узбекистан. Представитель этого министерства Ахтар Мухаммад Нусрат заявил, что они готовы оплатить долг за электроэнергию, но, по его словам, банковские системы в Таджикистане и Узбекистане в настоящее время испытывают проблемы с денежными переводами из-за рубежа. Сейчас же глава компании Барки Тачик наоборот говорит, что проблема с переводом денег имеется у афганских банков. Кабул является одним из двух основных покупателей электроэнергии у Таджикистана. В последние годы подача электроэнергии в Афганистан иногда прерывалась из-за подрыва линий электропередач на территории Афганистана. Находившееся в то время у власти правительство Афганистана всегда обвиняло в таких случаях группировку Талибан. После прихода к власти самих талибов эта проблема почти сошла на нет. По словам Асазода, в этом году в сравнении с прошлыми годами случаев внезапных обрывов линий электропередач компании Брешна в Афганистане стало меньше. К началу сезона со стороны этой компании проводятся ремонтно-профилактические работы. Таджикистан является одним из основных поставщиков электроэнергии в Афганистан. И несмотря на то, что Душанбе является одним из критиков политики нового руководства Афганистана, подача электроэнергии в Афганистан после прихода к власти талибов в августе прошлого года не прекращалась. Таджикские власти говорят, что поставки электроэнергии в Афганистан носят социальный характер. Еще одним из потребителей электроэнергии Таджикистана является Узбекистан. По данным компании Барки Тачик, за первые 6 месяцев текущего года было экспортировано 321 миллион киловатт-часов электроэнергии. Экспорт электроэнергии в соседние страны вызывает критику внутри Таджикистана. Одним из постоянных нареканий в адрес властей Таджикистана является тот факт, что в холодные дни, когда таджикистанцы ограничены в подаче электричества, электроэнергию продолжают продавать в Афганистан и другие соседние страны. Власти же постоянно связывают отсутствие электричества в холодное время в стране с техническим обслуживанием линий электропередач и ремонтом электрических сетей, но такому объяснению в последнее время все больше и больше не доверяют. Как вы относитесь к тому, что у них скоро начнутся проблемы с деньгами и нам опять начнут отключать электроэнергию, но сами продолжат продавать электричество по сути бесплатно? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.